Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала и меня. Земной вам поклон, мои хорошие. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема будет такой: кто и что спешит в вашу жизнь. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, кто что спешит в мою жизнь. И давайте посмотрим. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, от какой-то женщины вы плакали много. Какая-то женщина, либо от нее вы плакали, либо из-за нее вы плакали. Все-таки общая отсыпка, да, может быть и так, и так. Но если из-за нее вы плакали, то теперь вы будете очень громко смеяться. Очень громко. Именно над ней будете смеяться. Либо над тем, что с ней произойдет, что с ней случится. Как-то вот ее прям, ну вот как, не знаю, как складывается она, как раскладушка, знаете, раньше были такие вот штучки, раскладушки. Ну, кто в советское время жил, наверное, знает. Кто не жил, это такая конструкция, которую можно было складывать и раскладывать, на ней можно было спать. Вот с этой женщиной что-то вот такого плана произойдет. Может быть, ее скрутит какой-нибудь недуг, либо что-то со спиной произойдет. Ноги, спина, шея, голова. Прям как-то в один момент, знаете, вот как ложится спать человек нормальный, а встать уже не получается. Вот с ней это произойдет. Но вас это будет, ну как, смешить, я не знаю что. Может быть, какой-то курьезный случай произойдет. Вот вы будете смеяться, именно смеяться. Слезы уйдут, появится смех. Если вы плакали, переживали за какую-то женщину, может быть, там близкая родственница, эта женщина, она вам подарит много радости и смеха. Здесь, скорее всего, придут очень хорошие новости о том, что с этой женщиной все хорошо, да, что у нее там удачно все сложилось, либо вот она живая, здоровая. То есть слезы переходят в большую радость, в веселье, в смех переходит это все дело. Ну, я вас поздравляю, у кого были враги, женщины, вражины, ну, вопрос ваш решился. Если вы за близкую женщину переживали, может быть, там мужчина меня смотрит, да, переживал там за маму, за жену, за дочку, либо вы также могли переживать за свою дочку, маму, там, сестру, подругу, все хорошо будет. Слезы меняются на смех, на радость. Дальше, мои хорошие, здесь у меня человек, который заблудился, либо дорогу к вам долго не мог найти, либо не могла найти, либо какие-то неправильные решения, мысли были у человека. Кстати, человек очень какой-то своевольный, своенравный и горячий на слова, на суждения, на решения. Много ошибок человек в жизни совершил. У человека очень длинный подол, то есть много за ним всяких поступков не очень хороших числится. Но человек ищет дорогу к вам, и эту дорогу человек найдет. А придет человек не один, вот как будто бы кто-то ведет. Да, сам человек найти не может, либо, может быть, как совесть не позволяет прийти через кого-то, либо благодаря кому-то, либо по просьбе, да, того человека, заступничества, может быть, вот как вдвоем они придут, как приведут к вам этого человека. Вы уж тогда, пожалуйста, не судите строго, дайте этому человеку шанс, пусть объяснит свое поведение, либо прощения попросит. А тот, кто приведет, ну, либо кто будет, скажем так, выступать посредником, вы этого человека поблагодарите, потому что действительно человек хороший. Человек любит и вас, и этого человека, и желает вам
двоим добра и договориться. И, кстати, вы можете смело опираться на этого человека в случае каких-то там недосказанностей либо вопросов. Человек всегда будет, ну, таким вот посредником, ничего плохого не будет делать, наоборот, будет помогать вам и вашим отношениям. Так что ждите. Ждите двоих, да? Вы так ждете одного, но придут двое. А так будет проще и легче. Так. Интересно, у вас как два предложения на пороге. Причем, скорее всего, получите либо одновременно, либо там с разницей в несколько дней. У вас прям как изобилие по предложениям идет. От этого изобилия может закрутиться голова, закружиться. Вы, мои хорошие, долго не думайте, выбирайте то, что вам прям по сердцу подходит, да? Либо то, что первое узнали, услышали. Либо куда вас прям тянет неудержимой силой, то и выбирайте. Потому что у вас прям риск запутаться, вот это желание не ошибиться, сделать правильный выбор, и вы будете сидеть и думать, а эти предложения, они будут отпадать. Вот. Здесь нужно как-то быстро будет. Наугад, наобум, не знаю, глаз закрыл, пальцем ткнул, вот таким образом нужно будет выбирать. Не бойтесь ошибиться, вы не ошибетесь. Эти предложения, они все хорошие, как говорится, на одно лицо. Нет, ошибки не будет. Выбирайте, ну, действительно, либо наугад, либо куда больше потянет. Главное, не потеряйте время. Вот время. На опережение со временем вы будете действовать. Если время не потеряете, выберите, все будет хорошо. А если будете сидеть и думать, там, ждать советов, может, там кому-то обращаться, там всякие консилиумы устраивать, ну, нет. Тогда эти предложения, они просто мимо пройдут и все. А вы как сидели, так и будете сидеть. Так, мужчина вышел мне. Мужчина худой, очень высокий, худой мужчина. Ох. Ну, так на свидание похоже. Будет вас приглашать на свидание, на разговор какой-то. Но почему-то он не говорит прямо, что это свидание. Стесняется, может быть, сильно, какой-то замкнутый. Либо вы настолько сильно его впечатлили, что он, бедняжечка, даже дар речи потерял. Когда вас нет, он о вас думает, мечтает, представляет. Когда рядом, он сам не свой, он из себя даже слова выдавить не может. Какой-то предлог. Это не выглядит как свидание, но по факту будет свидание. Предлог. Вот деловой, может быть, какой-то разговор, либо вместе куда-то сходить, что-то вместе сделать. Но на самом деле свидание. Но обратите внимание на его поведение. Как он себя ведет, как он там бедненький, бледнеет, краснеет. И предобморочное состояние у него. Девочки, если нравится вам этот мужчина, если вам интересно с этим мужчиной, ну, вы хотели бы общения, я не говорю там про брак, семью, просто общение с этим человеком, тогда проявляйте инициативу. Он будет очень вам благодарен. Он не останется таким навсегда. Поверьте, вот эта робость, она пройдет, он раскроется, когда, ну, понимаете, когда человек очень сильно влюблен, особенно мужчины, они такие слабенькие в этом деле, вот, у него сердце рвется на части, да, но он при этом ничего не сказать, не сделать не может. Да, вот как будто бы руки прилипли к телу, а ноги вросли в землю. У него такое состояние. Но мужчина хороший, высокий, худой мужчина. Так, дорога вам выходит. Дорога, причем дорога то ли с какими-то пересадками. Как транспорт вы будете, что ли, менять. Сразу хочу сказать, дорога непростая. Вот в физическом исполнении очень непростая. Действительно, и устанете, и задолбетесь, и будет такое желание, что все, не хочу ничего, хочу все это прекратить. Но, мои хорошие, этот путь нужно осилить. Вас на финише, да, на финишной прямой ждет, ну, просто какое-то сюрпризище, какая-то неожиданность очень приятная. Не могу понять, то ли вы в этот путь сами идете, то ли вас позовут, то ли какая-то необходимость вас толкнет на этот путь. Но сложная дорога, сложная. Вы знаете, что вы хорошо выспитесь перед этой дорогой, а лучше, ну, не знаю, запаситесь, может быть, там водичкой, каким-то провиантом. Там, возьмите что почитать, посмотреть. Долгий путь идет, но концовка очень хорошая.
Финишная прямая вас просто настолько вот прям и обрадует, и удивит, и много всего полезного вам даст, принесет. На сказку похоже, кстати. В вашей жизни еще такого не было. Либо место, куда вы попадете, вы там никогда не были. Будете всему удивляться и будете очень радоваться. Так, дальше, мои хорошие. Какие-то вопросы вам придется решать. Вас кто-то дергать начнет. Дергать, что-то вот прям говорить вам, там, делай то, сделай это, приди, уйди, там, куда-то сходи. Вот прям задергает вас человек. Вы знаете, вы очень добры, вы очень совестливый человек, а этим могут пользоваться. Не позволяйте на себе кататься, не позволяйте себя, ну, действительно, как тряпичную куклу дергать. Ну, что это такое? Не надо путать доброту с абьюзом, потому что здесь явно прослеживается абьюз. Знаете, вот все люди отказываются, и они хорошие, а вы все делаете, и все равно на вас вот всех собак вешают. Стойте за себя, за свои интересы. Это очень важно. Проявите свой характер. Поверьте, плохо о вас думать не будут. Наоборот, больше уважать начнут. Не позволяйте собой помыкать и не позволяйте себя действительно дергать по пустякам, по мелочам. Ну, если что-то важное, серьезное, понятно. А если там каждую мелочь, да, и вас зовут, просто посылайте этих людей куда подальше и стойте на своем. Так, какое-то интересное дело идет в вашу жизнь. Это не работа, сразу говорю. С работой никак не связано. Больше связано на творчество. Может быть, будете готовиться к чему-то, либо готовить очень много для кого-то, для себя, может быть, мероприятие, праздник, может быть, какой-то ремонт, рукоделие тоже может быть. Ну, прям увлеченно будете делать, вам так понравится, вы столько много положительных эмоций испытаете, и результат идет просто какой-то невероятный результат. Это то, что вы своей головушкой и своими ручками сделали. Вы будете крайне довольны собой, и вот кто вокруг вас, кто это все знает, видит, да, на чьих глазах это все развивалось, ну, восхищение, восторг, очень много разговоров будет. Как с вами, когда вам будут говорить: ой, ну ты гениальная, ты молодец, у тебя такие золотые руки, вот как ты это все сделала, как ты придумала, так и о вас будут говорить. То есть за вашей, получается, спиной люди будут передавать эти восхищенные мысли, как описывать, да, что вы делаете, как вы это делаете. О вас будут говорить хорошо. Восхищенно о вас будут говорить. Так, два ключа. Это очень хороший знак. У кого-то отыграется, что вы меняете маленький ключ на большой ключ. Это может быть как действительно смена жилья. То есть жили вы в маленьком домике, переезжаете в большой. Жили вы в маленьком городке, переезжаете в большой город. Там жили вы, ну, допустим, в одной стране, переезжаете в страну, которая намного, там, не знаю, или больше, либо более развитая страна. Но смена идет очень хорошая. Вы что-то мелкое меняете на более крупное. Причем меняете, ну, как-то легко. Вот легко, с удовольствием и без лишней какой-то вот суеты, паники, страхов. Как-то легко все это произойдет. Так. Голубочки у вас тут есть. Но это что-то написанное будет, написанная информация. Причем вам голубочков отправляют мужчины. Возможно, столкнетесь с тем, что в соцсетях вам какие-то мужчинки будут написывать, комплиментики делать, там, звать на свидание, восхищаться вашей красотой. Вот, и вы прям ловите этих голубей. Ну, знаете, как флирт идет, да, приятно. Приятно, когда интересный мужчина умеет красиво сделать комплимент. Вот будете ловить таких голубочков. Ничего серьезного я не вижу по поводу этих переписок, но вижу, что будет приятно, очень будет приятно. Я смотрю на 30 дней, то есть, возможно, в течение месяца вы, да, будете переписываться, потом что-то более серьезное у вас произойдет. Но, вы знаете, это греет сердце, греет душу, вот эта переписка. И люди очень
ну, действительно искренне вот пишут то, что думают, либо то, что чувствуют. И вы это считываете, между строк вы это считываете. И это удовольствие вам приносит. Так. Какой-то крестик колючий был. Крестики колючие, но это какие-то серьезные судьбоносные узлы, проблемы. Кстати, очень глубокие депрессии так тоже отыгрываются. Какая-то неприятность. Неприятность. Вы этот крестик как переступаете. Какую-то серьезную проблему свою решите. Либо, ну, действительно поборетесь со своей депрессией. Вот не в силах, да, не в силах эта депрессия вас остановить. Либо вы вот нашли в себе силы, ресурсы и поборолись за себя, избавили себя от какой-то проблемы. Такой момент у вас идет прям динамичный. Это как-то произойдет вот прям в считанные, ну, часы, наверное, да, дни, часы. Как-то быстро вы возьметесь за это дело, все там покрутите, повертите, решите. Либо вот сами с собой поговорите, ну вот чего я тоскую, вот чего я переживаю, почему я дома сижу. Да, надо выходить на улицу, хватит не тосковать, хочу красивое платье, хочу поменяться. И вы будете меняться, вы будете уходить из этой тоски и депрессии. Это очень хорошо. Так, ну и самый главный момент получения. Вы что-то будете получать. Вы будете получать от людей, которые, ну, я не знаю, как-то высоко от вас. Люди с положением, начальники, чиновники, люди, которые, я не знаю, может, выдают какие-то документы, бумаги, высокопоставленные люди. Вы от этих людей будете получать. Кто-то будет получать деньги, кто-то будет получать документы, разрешения, всякие там лицензии, может быть, субсидии, да, вот что-то вы будете получать. И я так вам скажу, вам дадут гораздо больше, чем вы просите, либо чем вы надеетесь получить. Вот. У вас вот прям так глаза раскрываются, рот раскрывается, вы говорите, ну как же, позвольте, это же слишком много. А он говорит, да вы что, берите, нам не жалко, да, мы еще вам дадим. Вот для вас это будет просто невероятно. Но вы не то чтобы не ждете, не надеетесь, даже об этом не думаете. Вы думаете, господи, ну хоть бы эту бумажку, там, документик этот получить несчастный, либо там какую-нибудь льготу получить, либо, например, какую-то выплату, да, свою там минимальную получить. А вам раз, и на тебе еще. И вот такая, о, что-то происходит в этом мире странное. Дадут, причем дадут очень много. Вам будут давать. Вы действительно, знаете, как себя либо недооценивали, либо у вас информации не хватало. Это не ошибка, это не какая-то там накладка. Нет, это положено, так положено. И вот именно в вашем случае, вот как будто бы закон на все 100 сработает. Вот как это прописано, так вам и будет выдано. И гораздо больше, чем вы надеетесь и ждете. Это точно. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.